снова здравствуйте. Всем привет, друзья. Вот такой вот прекрасный октябрьский денек. Я уже даже запутался в числах. Наверное, 9 число. Сейчас посмотрю, гляну точно. Не зря говорят, счастливые часов не наблюдают. 10. Понедельник, 10 октября. И мы снова на реке Печора. На нашей любимой кормилице матушки Печоре. Вода остановилась, был небольшой подъем воды от дождей. Сейчас, как мы видим, тучи вокруг ходят. Брызгает тут, брызгает там, но этого недостаточно для большого подъема воды, который так необходим. Ну, что есть, то есть. Печора, она и в Африке Печора. Будем ловить и на этой Печоре, на маловодной, так сказать. Так, наша задача сегодня. Взял ловушки, взял ружье, ловушки для мальков. Попробуем поставить ловушки, поймать галеана речного там на нашем ручье. Попробуем, потому что с червями долго, муторно, и червей, как мы видели, уже дербанит ёрш. А на малька все-таки попадет или мелкий налим, чтобы впоследствии попадет крупный, то может, в принципе, попасть налим сразу. В общем, будем пытаться ловить живца. Вот. И еще сегодня мы будем ночевать в избе. В избе уже, наверное, 3-й день там кукуют Саня с Серегой. Поедем вообще... В общем, поедем к ним в гости. Переночуем. Ну, а завтра у меня рабочий день. Будем совмещать полезное и приятное. Вот, везу проволоку. Там ребята сделали небольшой путик недалеко от избы. Поставим петли на рябчика. В общем, будем заниматься хозяйскими делами. Вот она, радуга. Не знаю, видно, не видно. Погода, в принципе, нормальная. Так, что я еще хотел вам сказать? Что я хотел сказать? Сейчас мы поедем проверять продольники. А, да. Кстати, давно хотел сказать, но давно, не в течение недели. В принципе, неплохая новость. Помните вы, был у меня мотор Лифан 8, гибрид Лифана 8 ветерка на ветерковской ноге. Я где-то около 2 месяцев покатался летом на этом моторе. Потом он что-то у меня начал туфтить, ерундить. В общем, отправил я обратно производителю данных моторов города Архангельск. Вот. Они изначально написали, что типа да, мотор работает. Насчет шпилек отправили, говорит, производителям двигателя Лифан. Я им объяснил, что так, шумы в двигателе, уходит масло. Видать, они разобрали двигатель или что, не знаю что. Я предпочитал наилучший вариант, как бы мне просто заменят двигатель и отправят обратно. У них, видать, что-то там не срослось. В общем, они мне предложили отправить номер карты, с которой я производил оплату. Я отправил номер карты, и все деньги мне благополучно вернулись. Они вернули мне все деньги не только за мотор, который я купил за 32 тысячи. Также мне они отправили деньги и за пересылку мотора транспортной компании до города Ухты. 3 с копейками там. В общем, 35 тысяч они мне вернули на карту. Ну что, я, честно сказать, удивлен. В 100% уверенности могу сказать, что это честная компания. Моторы, почему я выписал, переписывался с покупателями мотора. Вот Вера Бунеева, к тому же, вот лично переписывался. Она довольная, говорит, мотор экономный, едет хорошо. У меня, видать, не повезло. Получилось так, что, видать, заводской брак или еще что-нибудь. Ну, фирма серьезная. Огромная благодарность Мотодогу, Архангельская область. Деньги вернули даже, да, за пересылку. Вот. Теперь у меня появились кое-какие планы насчет малосильного мотора. Это будет 5-сильный или 6,2. С маркой пока я не определился. Думаю, какой марки купить. Но почему? Почему малосильный? Потому что вот эта лодка ПНД не развивает на мощных моторах, такие как Suzuki 9, Suzuki 15. Едут не на полную мощность, как оказалось. Ставил на казанку.
дает 38, здесь 32 и орет. Езжу на малых средних оборотах, да, винт высоко, да, все четко, ездит по милям, но как бы не развивает на полную мощность обороты. Выставил эту лодку на продажу за 70 тысяч на Авито. Народ спрашивал, я им честно говорю, для малосильных моторов. В общем, если не получится продать мне эту лодку за 70 тысяч, то к следующему сезону, за эту зиму, в принципе, я уже заказал, просто не было в наличии. Куплю малосильный мотор 5 или 6,2 и поставлю сюда малосильный мотор. Под малосильным мотором он будет ездить лучше, будет ездить экономнее. Ну а если получится у меня продать, то буду заказывать более объемную лодку, тоже ПНД, тоже с тоннелем. Правда, тоннель будет уже для более мощных моторов, немного другой. То есть, как мне производитель сказать, он будет немного пошире, другой конструкции немного. И хочу немножко заказать подлиннее лодку. Замерю свой ураган. В общем, хочу сделать так, чтобы мой ураган влезал полностью в эту лодку. Вот, вы представляете, да? Лодка как сани, цепляю на жесткую сцепку. Еду на урагане, везу лодку, речная преграда, то есть река, ручей, что угодно. Я на буксировщике заезжаю в лодку, переплываем эту речную преграду и едем дальше. Как-то вот такие вот планы у меня. Дай бог они, чтобы сбылись. В принципе, оба варианта хороши. Получится продать, куплю более большую лодку. Не получится продать, куплю малосильный мотор и буду ездить на малосильном моторе. А Сузучку, не знаю, посмотрим, куда-нибудь да пристроим. Вот, со временем все равно когда-нибудь я куплю эту большую лодку ПНД. Ну, немного я, получается, при заказе не уведомил производителей, что у меня мощный мотор. Оказывается, эта лодка для моторов менее 9,8, с меньшим винтом, с меньшим редуктором, более тонкой ногой, а не такой мощный, как на этих моторах. Так что спрашивала она, лодка под водометом ходить будет, на малосильных моторах ходить будет, так что у кого есть малосильный мотор или водомет, и кому надо лодка компактная, повышенной проходимости по милям, по лесным речкам, лодка легкая, 80 килограмм всего, где-то что-то перетащить через завалы по лесным рекам, проехать по мили, это будет самое то. Так что смотрите, если что, пишите в личку, мы обсудим, договоримся. А кто поблизости живет, это наш поселок Троицко-Печорск, Ухта. Приезжайте просто сами со своим мотором, мы поставим его на нашу лодку, прокатимся, посмотрим, понравится, возьмете, не понравится, ну, побудьте здесь на Печоре, что теперь. Вот, кто-то писал мне с Ухты, под водометом пойдет, не пойдет, я написал уже, приедьте, проверим, что-то не приехали пока. Ну все, вот такое вот короткое вступление, которое немножко затянулось. Это все про наши новости. Так, далее у нас идет там дождь, оденем скоро плащ. И встречаемся на проверке наших продольников. Сначала проверим продольники, потом закинем ловушки на малька. Ну, надеюсь, червей на одну проверку еще хватит. А дальше будем надеяться, что малек все-таки залезет. И завтра уже будем наживлять живцов. Все, погнали. Так, ну и заодно посмотрим, как едет наша лодочка под 9-м мотором. Вот говорят, не знаю, может защиту убрать, но вода еще мелкая очень. Может пойдет получше. Малые, средние обороты дает хорошо. А полные лучше не давать. Полные обороты лучше не давать. Смысла нет. Расход топлива есть. Вон мелко. Все видно, вот дно. Метр воды, не больше. Вон. Зато по любой мели едет, считай, винт в тоннеле. Вон, малый оборот. Вот. Даю средний, он еще едет. Вон. Все. Поехал. Это средние обороты. А теперь смотрите, вот даю полные обороты. Вон, это еще не полные, вон, полные. То есть
впустую. Не хватает воды в тоннеле. Это на полных оборотах. А на средних, на малых едет нормально. Так что будем покупать или более малосильный мотор с маленьким винтом, с тонкой ногой, чтобы хватало воды в тоннеле. Или покупать более объемную лодку с увеличенным тоннелем для более мощных моторов. Так-то вот так. Вот она, радуга, прямо выходит с реки. Как говорится, радуга пьет воду. Двойная даже. Вот один круг. Вон, отсюда вот она выходит. Видите, друзья? Прямо вот она отсюда выходит. Идет вот сюда, заходит. Я прямо вижу, где она входит и выходит. И вот вторая радуга чуть выше. Раз. Второй не видно. А, нет, вот она тоже, чуть дальше. Вот. А первая радуга буквально вон, метрах 30 она входит, выходит с воды. И здесь также метров 30. Вот она. Редкое явление, чтобы видно было. Брызжет дождик. Он тоже поставлен на продольнике. Это у соседа. Вот она, метров 30 даже выходит с воды. Видно, да? Рядом. Радуга пьет воду. И здесь вот она тоже рядом получается. И вторая тоже вот. Красотень. Итак, друзья, продолжает идти дождь. То посильнее, то просто так моросит. Приехали на наши продольники. Ну и по пути глянули две удочки в клеточку. Было, поднял их, порвали мотором. Он две поднял, 40-ка, 35-ка. Вот, в каждую сеть по одному окуню. Один крупный, один среднячок. Начало есть. Сети все забиты. В общем, рыбалка на сети тоже бывает не очень. В общем, кто думает, что на сети так много можно наловить, где-то, может быть, можно. А на реке все забило тиной, порвали, в общем, убытков больше, чем рыбалки. Ладно, подняли. Теперь приступаем к проверке наших продольников. Дай бог нам налима вечерком, чтобы пожарить в избе. Ну, смотрим. Так, надеюсь, все видно. Надеюсь, все видно. Закрепляем моторчик и подъезжаем. Как-то вот так, как-то вот так. Ну что, первый продольник. Кто что думает, есть здесь рыба, нет? К сожалению, съемка у нас на первой проверке получилась не очень. Очень много снятого материала просто исчезло, к сожалению. Опа. Так, ну что, первый продольник что-то дергает, ёрш вроде бы. Или что там, ну, ёрш раз и ёрш два. Ёрш есть, налимов нет. Хреново, значит, не на месте. Так. Грязи-то, грязи сколько. Было бы столько налимов, сколько грязи, блин. Или, как говорится, налимок и грязи. Еще и засыпает. Так, пошла. Пошла. Так, ну что, есть, что нет. Ух ты, даже и все засыпало. Навряд ли здесь что-то есть. Нифига, наверное, здесь нет. Вон, дохлый налимчик.
попадал мелкий налим. И весь обсосанный, вон, смотрим. Кто-то его дербанил. Он весь обсосанный. Он попал. И крупный налим его сосал, но крючок маленький. И обратно выплюнул. Вон, маленький крючок получается. Да. Получается, на живцов или на мелких налимчиков, если на крупные крючки, то налима поймать можно. Так, надо, наверное, менять продольники, ставить крючки покрупнее и ловить на живцов. Ну, этот налимчик пойдет коту. Что, теперь не пропадать же добру. Такое. Прошлый год у меня крупные крючки были, и живцы был гальян озерный, и налим ловился. А в этом году на черве, думаю, поставлю крючки поменьше. Ну и видим, что видим. Смотрим дальше. Смотрим, а налима пока не видать. Не видать милого друга. Пришел продольник с тиной речною. О, натяжка есть. Натяжка есть. Опа-на. Вот он, друзья, налим. Так, вот он идет налим. Есть натяжка. Есть налим. Вот он, друзья, вот он. Упирается, не идет. И там до налима еще что-то было. Так, где мой подсак? Ёшкин кот. Подсак наготове. Так. Это так. Ну, натяжечка такая серьезная. Килограмма 3, не меньше. 4. Вот он. Он еще и зацепился как-то, хвостом вперед идет, закрутился. Вот он, боком. Типа забагрился, что ли. И язь. Впереди налима идет язь, а налим вперед хвостом идет. Как он так? Так. Я здесь. И налим здесь. Вот так вот, друзья. Так. Он точно забагрился. Я думаю, что он боком идет. Он, видать, попался. Так, видно, да, надеюсь? Крутился. А близко его счастье было. Во рту у него даже крючка-то нет. Вот еще бы немножко он вот так вот дернулся. Нет, крепко сидит. Шкура толстая. Но если бы сильнее дернулся, вот так вот. Нет. Хорошо сидит. Нет. А что он не выходит у меня? Вот это шкура. Не знаю, как он попал. Или он подошел за язем к тому крючку. Но факт остается фактом. Вот. Попался за передний плавник. Крючок острый. И мне просто сказочно повезло. Так, блин. Ну-ка. Вот так вот. Вот все, освободили. Ну такой. Примерно где-то полторашечка, наверное. И где-то там еще был язёк, дружок.
Ну тут куча, скорее всего, налим попал на один крючок, крутился, вертелся и забагрился за второй. Ну, повезло. И вот такой вот езёчек еще, дружочек. Ну вот. Вот и продольники у нас работали хорошо. Продольник. Янцкадан. И все-таки у нас сегодня будет или уха, или жареха вечером в избе под-рыбацкий. Приеду к ребятам уже не с пустыми руками. Все отлично, друзья. Янцкадан. Что-то глючит, бляха. Так, ну что, ну теперь мы с утроенным настроением проверяем продольник, потому что теперь каждый продольник это надежда. Надежда на налима, потому что на двух продольниках подряд были у нас что-то есть. Что-то есть и что-то рядом. Вот она. Вот он. Опа, есть. Есть. Есть, друзья, есть. О, теперь точно есть. В лодке. И еще там что-то есть. И еще там что-то есть. Так. Не спешим. Разбираемся сначала с этим налимом. Куда он что попал. За губу. За губу небольшой. Где-то полторашечка примерно. Такой же примерно, как и первый. Попал за губу. Так. Побудь здесь, дружок. У нас там что-то еще какая-то натяжка была. Что-то еще там было в конце. Язь. Это, друзья, язь. Опа, под лодку ушел, под лодку. Сачка боится. Вот так вот. Опа, еще там. Еще язь. Вот так вот. На лиме 2 язя. Отлично. Янцкадан. Янцкадан, друзья. Красота. Красота. Раз язь. Оба язя сошли. А я и думаю, налима вытащил. Натяжка есть. Ну там еще что-то есть. Так. Этот вообще хороший. 2 язя. Так, крючок поймали. Вот такой вот налим, еще один. Вот такой вот. Ну, иди полезай к своему товарищу. Он, короче, закинул сюда. Вот там один. Вот там второй. Побудьте здесь. Так, капнуло. Уберем. Ну вот это, друзья, мне уже нравится. Очень нравится. Все-таки не зря осенняя рыбалка на осеннего налима удается. Пока все получается, Янцкадан. Все отлично. 3 налима за одну проверку, это отличный результат. Плюс еще 3 язя получается. Здорово. И у нас есть еще один продольник, последний. И на него тоже есть надежда. И мы сейчас сначала закинем метод, наживляем, отпускаем и проверяем последний продольник. Круто. Вот последний, крайник там, кто как говорит. Крайний
последний крайний. В общем, здесь у нас не просто надежда, а надежда на трофейного, потому что на последнем крючке болтается мелкий налимчик. Так, но натяжки нет. Натяжки нет. Крупный налим прошел стороной. Если был бы налим, тем более трофейный, по-любому была бы натяжечка. Вот он, маленький налимчик наш умер и сдох. И никто его не соизволил съесть. Сейчас посмотрим, кто-то его нямкал, не нямкал. А походу кто-то его даже нямкал. Ну-ка. Или нет? Не знаю. Но смысл его было отпускать. Он заглотил вот до кишок и подох. Так что второй мелкий налимчик пойдет коту гостинца. Он их просто обожает. Следов от зубов нет, хотя вон немножко, может быть, небольшой налимчик, и пробовал его. Заглотил и потом выплюнул. Ну, не знаю. История об этом умалчивает. Ладно, пойдешь коту на угощение. Вот и все. Закончили проверку наших продольников. И она была просто суперской. 3 налима, 3 язя. Здорово. Все получилось, друзья. Все получилось. 1 налим в ведре и 2 налима вот здесь. Вот здесь 1 в этом отсеке. И вот здесь здоровяк. Второй. Трешечка, даже 3,5, наверное, по-любому. 3 есть точно. Побудьте пока в лодке. Ну, сейчас мы наживляем, отпускаем и прямиком к ребятам. По пути еще здесь пару удочек проверим и в избу. Сегодня будет праздник живота у нас, это точно. До встречи в избе. Итак, друзья, короткое включение. Мы находимся там, где обитает гальян речной в неограниченном количестве. Его здесь, по идее, должно быть очень много. Судя по пузырькам и разводам водяным, он здесь есть. Только крупный, мелкий, не знаю. В общем, привез я весь свой арсенал ловушек на мальков. Кто давно на канале, их помнит. Как я их делал, тоже показывал раньше, ловушки на мальков. В принципе, они меня снабжали. И неплохо. Вот это вообще шикарное. Чем прозрачнее ловушка, тем лучше идет туда малек. Это пока не потускнело, тоже хорошо. Сюда лез малек. Напомню, что 3 ловушки еще у меня ловят озера гальяна. Гальяна озерного. Вот. Что мы делаем? Сейчас покажу. Сейчас мы все вам покажем. Сейчас мы все вам расскажем. Кто чем прикармливает. Я прикармливаю комбикормом, отрубями. В общем, может быть, кто-то делает по-другому и лучше, но без живцов мы не оставались. Вон, у брата попросил немножко комбикорма и буквально вот такую небольшую жменьку сюда. Раз. Почему не больше? Да потому что при проверке потом все это сыпется в ведро. И, в принципе, для запаха этого вполне достаточно. Комбикорм в воде растворяется. И на запах идут мальки, то бишь гальян речной. Конечно, он похуже немножко на налима, чем гальян озерный. Но того озерного очень
и очень сложно добыть. С этим у нас немножко проще, надеюсь. По крайней мере, каждый год я ловил. Даже бывает на подледный лов у меня еще есть запасы. Так, здоровую. Начнем с самой здоровой ловушки. На самую длинную палку его. Опа, опа, опа. Давайте закинем ее вот куда-нибудь туда. Зимой мы здесь выдалбливаем майну. И он сюда довольно неплохо таки идет. Скажем так. Так, все. Пошла на дно. Снизу у меня закреплены грузики. Вот так вот. Ловись, гальян. Надеюсь, вода так быстро пока не прибудет. По мере прибывания будем палку передвигать сюда. Ну и с этими также будем. Закинем их. Кого куда. Так. Вот эту длинную давайте закинем. Тоже где-то здесь неподалеку. Как получится, так получится. Опа! Север-юг. Вот так. Что я вижу? Вижу наш сачок опять, который я прошлый год доставал уже. Так и кто его и не берет. Вот он. Я закину хотя бы на берег его, чтобы потом не доставать. Тут очень сильно еще проваливаешься. Чтобы не доставать потом зимой его. Если у кого сачка нет, то можно неплохо и половить так. Вот. Вот этот сачок. Не знаю, он чей. Но он уже здесь 3-й сезон. Никого хоть случайно не поймали? Алимчика там или еще кого-то? Вот сюда вот закинем его. И когда лед станет, если кто-то придет без сачка, сачок вот он, пожалуйста. О, вижу мальков уже возле ловушек. Они вот хорошо вижу, вот возле большой той ловушки они собрались. Правда, утонула в тине. Ну, посмотрим. Что-нибудь, да, думаю, залезет. В этом году уже здесь вся эта яма была покрыта льдом, когда были 3 дня морозы. Но, как мы видим, все это опять растаяло, и все хорошо. Ну, а эти давайте закинем из палки чуть покороче. Сюда. Закидывал что-то с тех кустов прошлый год. Что-то плохо пошло. Вот с этой кочки сейчас, чтоб подальше. Опа, опа. Какая попа. И раз. Вот так вот. Север-юг. И второй тоже сюда. Завтра у меня рабочий день. Сюда будет прийти, наверное, некогда. Ну, посмотрим. Если что, пацаны проверят и возьмут, сколько живцов им надо. А если успею, если время будет, то проверю сам. Так. Ну и давайте вот сюда.
Плыви, кораблик мой, плыви. Вот так вот. Вот так вот, как-то вот так вот. Ну вот. Ловитесь, мальки. Чем крупнее, тем лучше. Дело сделано. Ловушки поставлены. Я так думаю, что без живцов мы не останемся. Будем надеяться, что запас наловим, запас закинем в садок большой и будем брать столько, сколько нужно. Ну а теперь точно погнали. Ребята уже, наверное, ждут. Поехали. Скоро будет жарко из налима. Ну вот, приехали. О! Что-то никто не встречается. Ну, пойдем посмотрим. Еще и закрылись. О, он напыр. Он напыр. Да. Здравствуйте. Приветствуем. Привет Робинзонам. Как живете? Что жуете? Картошечку. Молодцы. О, рыбак, я стай. Май бряс. Солод или еще верный, да? Да. Пенный тут все. Ну ничего. Сегодня налима будем жарить? Да. Я же говорю, они не откажутся. Не, сейчас я только. Сейчас я не поднял, там почистим. Я думал, ты принесешь на плече его. Тут надо ступеньки делать, чтобы на плече тащить. там- Скользко. Ты видел этот лестницу поставили? Нет? Рядышком справа. Ну, если оттуда поднимаешься, с правой стороны. Другой фарватер стал. Сейчас Да. посмотрим. Так, ладненько. Будем чистить. Будем ужинать. Будем чистить, будем готовить, а потом уже будем ужинать. Вот. Так. Наливом. А картошка жареная еще никому не мешала. Санек тут Я люблю чистил, жареную картошку. пока чистил рыбу. Надо было засолить туда ведро. Вон, это у нас налим-малин. В сковородку влезет, наверное, да? Все разделано уже. Лезет. Молока вон какая большая, а печенка что-то маленькая, видишь вон. А Всего. еще есть у окуня икра. Килограмма Вон. 3. А вот и ческиджика жарит. А ну-ка, найдем абу. Майонез. Майонезом будем жарить. Да. С юшкой, да, чтобы чунюшка. Ну, чтобы макать можно было. Макушка, хлебом, да. макушка. Ну. Сразу станет лалан. Да, чуть-чуть вот так. Раз. Каждый кусок, да? Ну, типа да. Чтоб было более так нормально. Потом там в сковородке еще немножечко подсолим. И будет все. Ну-ка, Юр, сагашка, сетя же шибы, там могай. И жарится. Нет. Почему? Ну потом, если что там. А вкус другой уже будет совсем. А, тут с налимой поменяет. Мгм. Так, здесь что у нас? Опа. А ты сами тянули это яичко, майонезом, и потом? А можно ведь это... Нет, надо же сначала чуть-чуть, чтобы он пожарился. Жарить. Конечно. Потом уже водичку или майонез добавить.
ставить. Вот тебе температура. Сыротника никакого у нас как что. На водичке до майонез добавим, да протушим. Ну да, но протушится потом. Потому что 2 раза мало будет на второй раз. Никуда не денется, так что. Одна. Отлично, да? Сюда, все это возьмите в руки. Весело, да. Не в ту сторону смотрит, да? А, голова-то? Да. Сюда, конечно. Камеру смотри, камеру. Все, больше не увидите. Все. Ждем. Лучше нету красоты. Ну-ка, проверим. О! Год на либо не ел. Покушаем. Балдеж. Вкусняшка. Поймал. Царский ужин у нас сегодня. Это я не встречать, Жан, сука, Юран встречать. Все. Можно к столу, да, присаживаться уже? Ну, Нужно, да? будем ужинать. Сейчас хлеб нарежу. У вас прозрачный рыбацкий, да? Да. Да. О. А, сегодня к брату заходил, он меня прозрачным рыбацким тоже говорит, Женька-то уехал, говорит, это, одного скучно, говорит, пойдем, говорит, это, пару стопочек, я говорю, да, я говорю, это, Не буду. не хочу, говорю, мне, говорю, это, ехать туда-сюда, да, говорит, чисто сегодня хотя бы пару стопочек, говорю, а что, сегодня, говорит, это, Лешке Горбацкому, говорит, было бы 45 лет, сегодня Сегодня, было бы 40, да. Я говорю, ну, тогда помянуть, говорю, По этому надо, поводу можно, да, Да. конечно, обязательно. Да. И зашли вот потом по 2 или по 3 стопочки, наверное, накатили. Эти, конечно, ложки до вилки все нормальные. Как бы. Ну, хорошо. Я, наверное, И печку это- растоплю. Я растопил. Так что можно Лучше здесь. сходи принеси. Воды. А есть 4-я стопка, нет? А 3 же. Зачем? Надо Зачем? трое. А, зрителям там- нету? Нет, вот давай это красиво, вот эту А, стопочку. ну давай, давай. Братан мне вон какую стопочку подогнал. Вот. Красивую. Красивая, вот такая вот. Это, наверное, с детских это, да? Говорит, на, говорит, отнесешь в избу. Так что эта стопочка... Фонарик это В в детском избе. саде, наверное, было. Серый. Заодно, На, фонарик. заодно. Вы рыбацкий будете этот или свой белый? Мы свою будем. Белый, да, будем. Ну, сейчас я заодно проверю, стопка как. Так, ну-ка, если так вот скажем, по плечики. Раз. Ну, скажу так, смотрится маленькая, объемная. Ну, конечно. Так что, друзья, это вам. Так, видно, не Спасибо, видно? Андрей. Так, подожди. Вон. А, нет, не видно. Так, на. Так, это вам, это нам. Ну, Так, вот так вот половиночку. коми рыбака ждали. Рыбак, работаю в этом году никак, вот не получается мне на неделю. Мы в субботу заехать. приехали. А, мы думали, что ты приедешь в воскресенье к нам, если честно. Ну, не получилось. Да, мы такие Не с Серегой. Не шмогла я, не шмогла. Да. Серега говорит. А он говорит, расчехлится завтра. Говорит, ну пусть вечером, ну, говорит, подъедет. А потом ты же позвонил, говоришь, Приехал послезавтра вечером. Да. нет, ты позвонил то, что вы на день рождения-то пошли. А, ну тогда все понятно. Тогда уже я. Не, ну это тоже дело нужное. Не, дело я важное. ничего не говорю. Че, первую, наверное, это не чокать, да? Да. Лёшку-то. А, Ты ты сегодня сегодня то, сказал, что день да. рождения, да. Да, сегодня вот, брат, я тоже уже забыл, а братан напомнил Алексею Горбацкому, в этот день было бы, исполнилось бы 45 лет, но его полгода как уже нет с нами. Тоже рыбак, охотник, работяга, наш односельчанин, очень хороший человек. Так что давайте
Помянем, не чокаясь. Под Налима. Налима он тоже ловил, да? Да. Глупая, быстро. Потом начал. Он жерлицы начал потом ставить. Ну И, да. видать, то ли ролики посмотрел, то ли просто сам начал. На уже. озере-то он стоял Да, потом, да. да? Последние 2 года он уже начал ставить. И Дима до армии уже ловил, и с Димой ходили все. И на Царское озеро это ходили тоже. Они окуней вот тогда надергали. Жерлицы не ставили, а окуней надергали с Димой. Отремонтировал, мне помог еще вот подшипник поменять. Быстро, да? Да. Все у него было там в Всё комплекте. было только как-то резко, неожиданно. Вечером еще работал, утром его не стало. Ну да. Амаретта. Самое вкусное это макушка, да? Мгм. Мне из рыбы любой, что самое нравится, это макушка. Больше мне ничего не надо. Если еще хлеб хороший, да? Да. Вкусный. Свежий, белый. Остальное Сама, вообще которые сами испекли, да? Обалденно. мне вообще потом по барабану. Хоть там, что там. Я даже боюсь приступать, потому что потом не отлипну. Свежие, свежие. Когда морозильник замерзнет, Ну, да, я доставал как бы, ну, с прошлого, помнишь, что там сразу. а вот картошка чуть-чуть не досол, да? А я специально. А и так хорошо, потому что соленый. сделал. Да, я специально так сделал ведь. Не, свежий вообще обалденный. Картошка должна быть всегда недосоленная с рыбой, когда. Либо соленой, либо жареной, чтобы было все четко. Что, повторим? Ну, конечно. Между первой и второй. И я между тем, пользуясь моментом, попросили меня, ты, говорит, когда будешь присутствовать, передай привет. Давай. Город Пушкин. Пушкин или Пушкино? Пушкино. Нет, Пушкино. подожди. Пушкино, наверное. Московская область. Город Пушкина, наверное. Пушкино. Царицыно, Пушкино, Пушкино, наверное. наверное. Пушкино, наверное. Ну, Передай обоим городам, Пушкину и Пушкина. Юля попросила, В говорит, любом поселке и тот есть, да? я в этом году был в отпуске, ну, заезжал к ним. Они говорят, нас, говорит, Данил подсадил на коми рыбака, говорит, Хватит. на YouTube, типа. Я говорю, ну, и чё? Ну, мы, говорит, видюх, говорит, у него много, мы, говорит, каждый вечер ложимся спать. А, они старые, видать, смотрят. Да, все, они Может, сначала... порядок, да, может быть. может. Да, и, говорит, а у них телевизор вообще такой классный, круто вообще, понравился мне. И, говорит, мы чик перед сном, и, говорит, одну серию коми рыбака. Но, говорит, будешь, говорит, когда с ним, передай, говорит, нам привет. Так что, Юля, Андрюха, вам привет. Вот мы вместе с коми рыбаком в избушке рыбачим, охотимся. Осень, сегодня какое число у нас? 10-е. 10 октября 2022 года. Город Пушкина, Московская область, да? Вроде бы да. Так, Пушкина, наверное. Ну ты там был, ты не видел, что ли? Да я не помню, я не обращал внимания. Я Там был я в знаешь, отпуске, да. я знаешь, сколько городов там проехал за это время? Там Пол России. Пиццу, да, пол России, я считай, от Ухты до Москвы, с Москвы до Орска, это там, я не знаю, там, Казахстан, можно сказать. да, там конечно. пол России проехал, там этих городов в голове. Семечек набрал, там смотрю, фоткался эти А, на поле-то подсолнухи? подсолнечное. Не, они еще не спелые были. Ну, красиво, да? У нас такие редко вырастают, хоть и лето нормальное, да? Подсолнухи-то садятся, наверное, в Ростовской области. Там вот они много сажают их. А там ведь тоже много мы ехали тогда. Ну, Казахстан тоже, наверное. Ну вот там вот, я тебе говорю, там эти поля. У меня просто Маша говорит, у меня есть, говорит, мечта, хочу сфотографироваться. На А поле мы ездили с Орска в Оренбург, в аквапарк поехали, детей везли покупаться, Лимпопо называется. Едем такие, такое поле. Я говорю, Андрюхе, тормози. Андрюха, чух, по тормозам. Пошли. Все, да, пошли, говорю, фотографироваться. Тын-тын. Кому что, да? Но Ну что, Юля, Андрей, да? Юлия и Андрей, да, Копытовы. Поднимаем бокалы. Давайте. Подняли, нет? Как думаешь? А я не знаю. Ну они вообще. Поднимаем, не стесняемся, все. А теперь, ну да, теперь можно уже. А. С друзьями давайте. Давайте, мужики, один разок. Ваше здоровье.
Так, ну что, завтра такие планы у нас. Каких? Отдыхаем, пока не выспимся. Не, утром встаем по-любому. Ты что? 4 часа подъем. Я то, что, наверное, сегодня поднял, завтра все равно кинуть надо, потому что порвали, не порвали, в сарае точно ловить не будут, а в воде, может, что-нибудь да поймают. Одну рыбку, но поймают, да. Или две, или три, ну сколько поймают, но главное, чтобы в воде было. Не, мы сегодня с Серегой в 4 встали. Там что-то перекусили, позавтракали. Серега говорит, а я еще тем более интернет осмотрел. Там показывал Ветер сегодня штормовой обещал. ветер, типа, да. Ветер обещали. Вот, и что? Ветра не было, да? Ну, был, в обед-то был. И Серега говорит, что, поехали, говорит, выйдем, что, посмотрим, что, как, может, утка, не утка, да и заодно, ну, как ты говоришь, удочки в клеточку проверим. Вот, Тряхнуть надо. да, тряханули. Пока, говорит, совсем не разветрилось, говорит. А сегодня боковой ветер, мне вообще неудобно одному. Я одной рукой шестом толкаю, второй трясу, блин, нахрен. Смотрю, порвали ту, порвали эту, нахрен поднялся. Ну, я говорю, некоторые думают, да, если поставил ты сетку, то значит все. Рыбы конец. Рыбу там наловил, накидал, все. Я говорю, 2 сетки проверил, все, 2 сетки поднял. 2 окуня. Все. Вот и вся рыба, блин. А продольники, считай, результат дали сразу ощутимый, блин. Ну, более-менее. Чё? А Это ты не- ты копнул, ну, докопался. Ну, завтра хватит. Но я на малявок поставил. Я поставил Малявок ловушки. откуда нашел? Ловушки на малявок поставил. Смотрю, они это. Возле ловушки там большой, который поставил. Видно там. Раз-раз начали плавать, прыгать, но комбикорм-то пахнет. Мгм. Я так думаю, что-нибудь да все равно залезет, я так думаю. Ну, посмотрим, конечно, но. Так что надо было нам сегодня 2 продольника этих кинуть на ночь. По идее, да. Завтра бы уже что-то попалось. думаю. Возможно, По да. идее, да. Ладно, завтра будет день, будет пища, поспать Конечно. завтра. Червей на эти хватит, а там, если что, малявок. Тюрьму я тоже взял большую, 30-ку. 2 маленькие 5-ки тюрьму взял. ну, А помнишь, чтобы- здесь барабан был? Он куда делся? Я его увез в будку, потому что Мы весной... вместе увезли вроде бы с тобой, да? Нет, весной он потому что валялся уже на берегу утопленный. Ну, еще чуть-чуть унесло бы, наверное. А мы с тобой оставили тогда, что ли? Мы же сюда где-то оставляли, а почему он там внизу остался, я не знаю. А мы сюда с тобой вообще подымали? К будке? А ну кто-то... Ну, кто-то может, вниз. что-то пнул или еще. Вот, всякое может быть. Так, ладно. Долго отвлекать не будем. Мы тут еще немножко посидим, покушаем, поболтаем. Ну да. Завтра будет день, будет пища. Завтра у меня рабочий день, но посмотрим, если утром успею, то утром проверю, если нет, то вечером проверю продольники. Тебе строить не надо ехать? Надо, отвезти-то надо. Завтра будет день, будет пища, завтра посмотрим. Так что сегодняшний день был плодотворный. Я все-таки в избе, наконец-то, с ребятами. Налима поймал. Налима поймал, пожарили. Красавчик. Все ну. планы воплотились в жизнь. То, что планировал, то, что хотел, то, что желал, оно все получилось. И это здорово. Так что всем, друзья, спасибо за внимание. И всем пока. До новых встреч Пока. на канале Пока-пока. Коми Рыбак.